Гладиолусы, хризантемы, классические розы и даже подсолнухи. Такой ассортимент традиционно каждый год к 1 сентября появляется на прилавках цветочных магазинов и рынков. Неудивительно, что у тех, кто желает отдать дань уважения учителю, буквально разбегаются глаза. И тем не менее, якутяне при выборе букета для учителя придерживаются консервативных решений. В ходу в преддверии Дня знаний букеты из хризантем, роз и лилий. Подсолнухами есть, и гладиолусы, гортензии. Мы бюджетно, например, кому-то хочется за 500 рублей, мы за 500 делаем, за 700, за 600. Еще скидочки делаем с постоянным покупателем, это 7 делаем. И это несмотря на общероссийскую тенденцию к росту так называемого индекса букета. Если в большинстве российских регионов он вырос в 1,5 раза, то в Якутии остался на уровне прошлых лет. Так сегодня средний чек букета от 3 до 5 тысяч рублей, при этом цены на одиночные цветы также не выросли. Причем приобрести красивый и относительно недорогой букет – это одно дело. Другое – сделать так, чтобы он простоял не один день. Опытные флористы советуют в первую очередь обращать внимание на воду, в которой содержится букет. Родители в основном берут хризантемы, потому что цветок красивый, долго стоит и переносит дорогу хорошо. Чтобы сохранить цветы, во-первых, нужно прохладное место, свежий срез, холодная вода. И все. Ничего больше, ничего. Сахара, водки, ничего не надо. При этом, как говорят флористы, следует помнить, что цветы будет дарить ребенок, поэтому букет не должен быть тяжелым и больше самого школьника. Между тем, несмотря на обилие цветочных магазинов и рынков, многие нерадивые граждане продолжают выбирать в качестве подарка учителю цветы, сорванные с городских клумб. Специалисты предупреждают, лучше все-таки воспользоваться услугами профессионального флориста. Так и букет простоит дольше, и городской ландшафт не будет испорчен. Петр Васильев, Илья Сыромятников, Якутск.